В эфире самая ранняя, самая семейная и самая уютная программа «Утро Якутии». Будете своих родных и близких. Начинайте вместе с нами еще один день, бодрый день. Ну а мы желаем вам, конечно же, доброго утра и постараемся в течение часа зарядить вас порцией бодрости, энергии и позитивного настроения. Приглашаем вас не только к просмотру, но и, конечно же, к обратной связи. Номер телефона нашей студии 42 14 39. Звоните, задавайте вопросы, в том числе нашим гостям, которые сегодня будут, или же просто поздравляйте своих близких и родных со знаменательными датами в их жизни. Ну а в начале нашего эфира расскажем о том, что произошло, пока мы все дружно спали. Россиянка Влада Андриянова из Перми стала первой вице-миссис конкурса красоты «Миссис Супермодель Worldwide 2024», финал которого прошел в Нью-Дели. Ну, россиянки с достаточной регулярностью занимают призовые места на различных конкурсах красоты. Это тоже не исключение, но первая вице-мисс достаточно высокий титул, что называется, немножко, наверное, не дотянула, но до, собственно, чемпионского звания. Но, тем не менее, это не отменяет того, что красивая представительница в красивом конкурсе – это прекрасно. Ну, а следующая новость, она касается кого? Людей, которые любят кататься на электросамокатах, потому что к ним, к штрафу за катание на электросамокате добавился новый, но не для всех. Да? Речь идет о штрафе почти что 1000 евро, и он распространяется на кого? На игроков футбольного клуба «Спартак», потому что московский «Спартак» запретил футболистам кататься на электросамокатах. Вот, собственно, за поездку игроков может ожидать вышеупомянутый штраф размером до 1000 евро. Это, кстати, прописано в новых пунктах контрактов. В договорах спортсменов уже есть раздел с перечнем того, что им категорически нельзя делать. Вот, например, туда раньше были включены такие вещи, как уехать во время отпуска на горнолыжный курорт или на море заниматься дайвингом, плавать в клетке с акулами и пить паленый турецкий виски. Вот именно так прописано в контрактах. Вообще красно-белые, ну они же «Спартак», пошли дальше, да, запретили рассекать по столице и вообще везде на электросамокатах. Ну, как бы достаточно такое опасное занятие, потому что все мы понимаем, что футболист должен содержать свое здоровье и тело в идеальном состоянии для того, чтобы играть. А если упасть с электросамоката, да еще и на большой скорости, все мы понимаем, что может произойти. И вот, допустим, какой-нибудь топовый игрок клуба возьмет просто прокатиться в выходной день с ветерком, а все, после этого клуб не сможет играть нормально, потому что один из ключевых игроков выбыл. Вот такие вот новости. Ну, а, конечно, в Якутске уже на самокатах не покатаешься, потому что погода не позволяет. Вот как раз о погоде далее поговорим. По данным Гидромедцентра, сегодня в 6 часов утра в центральных районах Якутии температура воздуха была от минус 19 до минус 27, в заречной группе от минус 16 до минус 25. В южных от минус 5 до минус 9, в Вилюйской группе от минус 8 до минус 14, в Нижнеленских минус 21. В западных районах от минус 2 до минус 11, в Колымо-Индигирской группе улусов от минус 11 до минус 25, в Янских от 13 до 32 со знаком минус, на северо-западе от 16 до 26 градусов мороза. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила минус 19 градусов, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем в столице региона ожидается слабый снег, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, температура воздуха днем составит минус 13, минус 15 градусов. Ну а чтобы не мерзнуть в эти холодные месяцы, не лишним будет разогревать свое тело активными движениями. Например, для этого могут подойти танцы. Они также с утра разбудят ваш мозг, подарят заряд бодрости и энергии на весь день и даже помогут улучшить пищеварение. Предлагаем на этой неделе каждый день выполнять танцевальную разминку вместе с воспитанниками танцевальной студии по парам. Будите и зовите к экранам ваших деток и начинаем. Руки убираем на пояс. Начинаем с движений головы. Из стороны в сторону то же самое. По кругу. В обратную сторону. Расслабились. Плечи.
вверх-вниз. Вниз бросаем с особой силой, прижимаем плечи к полу. Руки складываем на плечи, вращаем вперед. Интенсивно. Обратно. Отлично. Закончили. Ножки поставили на ширине плеч. Ручки в сторону. Делаем наклоны. По 2 раза в каждую сторону. Ручки обязательно возвращаем в исходное положение. Закончили. Вращаем вокруг себя таз. Разминаем тазобедренные суставы. Поменяли направление. Собрали ноги вместе. Ручки в стороны. Скручиваем бедра вокруг себя с максимальной скоростью, которую можем себе позволить. Одну ножку открываем в сторону. Продолжаем скручиваться. Переходим с одной ноги на другую. Отлично. Ножки на ширине плеч. Ручками в сторону потянулись. Тянемся. Нижнюю часть корпуса оставляем на месте. Колени прямые. Тянемся только за счет грудной клетки в каждую из сторон. Смещаем корпус с стороны в сторону. Собрали ножки. Делаем приседания, подъемы на полупальцы. Вниз, вверх. Отлично. Повращали стопу. Повращали другую. И желаю всем сегодня отличного дня. Ну, после такой разминки бодрой, энергичной и, самое главное, музыкально-танцевальной, конечно же, день будет обязательно хороший, если вы выполнили все вот показанные элементы. Ну, а далее наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Далее блок новостей. В России начали вводить в оборот новые купюры номиналом 5000 рублей. В октябре прошлого года Центробанк представил модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. При этом на купюре в 1000 рублей Дворцовая церковь в Казанском Кремле была изображена без креста, что вызвало критику со стороны Русской Православной Церкви и сенаторов. В итоге в Банке России решили доработать дизайн этой купюры. По программе добрых дел в Аймиконе строится жилой дом для молодых специалистов. В следующем году 4 семьи справят в этом доме новоселье. Вошли аймиконцы и в федеральную программу строительства автоматизированных гибридных энергокомплексов. 3 таких объекта в селах Аймикон, Орто-Балаган и Куйдусун ведут до конца года. Также в ноябре открытие новой котельной в селе Берегурде. К системе централизованного отопления подключат детский сад, дом культуры и почти все жилые дома. Кроме этого, по программе поддержки местных инициатив ведется реконструкция парка культуры и отдыха. По федеральной программе в селе Аймикон идет строительство солнечной электростанции в село Берегурде. По инвестиционной программе теплоэнергосервис построена новая модульная котельная. Ведется строительство парка культуры и отдыха. Построены новые объекты: сцены, выставочные ряды, серьге и ураса.
Для рентген-хирургов Республиканской больницы номер 2 сердечно-сосудистый хирург из Москвы провел мастер-класс по внедрению метода восстановления проходимости при инфаркте миокарда. Операция проведена с помощью нового специализированного инструмента, которых на Дальнем Востоке всего 2. За год в РБ-2 поступают порядка 2000 пациентов с диагнозом острый инфаркт миокарда. С помощью данного метода планируется лечение порядка 40%. Длительность операции в среднем составляет около 1,5 часов. В рамках мастер-класса в течение дня проведено 4 хирургических вмешательства. В результате с помощью данного метода уменьшится время лучевой нагрузки и сократится объем веществ и, соответственно, осложнений. Где есть выраженные атеросклеротические бляшки, мы таких пациентов направляли на кардиохирургическое вмешательство, на установку выполнения аортокоронарного шунтирования, чтобы восстановить сосуд с огибающим обеспечением кровоснабжения. Да? Сейчас мы будем атеросклеротические бляшки на коронарных сосудах мы будем удалять сами, готовить пациентов к стентированию, и это делается одномоментно на одной операции. Одна из лидеров сборной республики Надежда Татарченко стала вице-чемпионкой Кубка Европы по дзюдо, завоевав серебряную медаль в весовой категории 78 килограммов. В полуфинале она одержала победу над дзюдоисткой из Словении, выполнив бросок на иппон. В финале Надежда уступила участнице Олимпийских игр в Париже Анке Поганчик из Словении. Соперница сумела провести успешную атаку и удержание, которые принесли ей победу. Сообщается, что во второй день Кубка Европы в Сараево ожидаются выступления Аины Моисеевой и Карины Ефимовой. Ну и теперь пришло время поговорить о нашем здоровье. Наш первый сегодня гость студии – главный внештатный невролог Минздрава Республики, заведующий кафедрой неврологии, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Николаева. А говорить мы будем о таком, грозном достаточно недуге, как инсульт. И это не случайно. Именно сегодня началась неделя борьбы с инсультом. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, звоните на наш номер студии 42 14 39 и задавайте ваши вопросы во время беседы. Но времени не очень много, поэтому советую поторопиться. Татьяна Яковлевна, здравствуйте. Доброе утро, Павел. Доброе утро, телезрители. Мы часто слышим такую фразу, я ее сам тоже много говорю: инсульт молодеет. Так ли это на самом деле? То есть можно как-то статистически сказать, что планка нижняя, как вхождение в инсульт, как бы это ни звучало, она действительно снизилась? Это мнение можно подтвердить цифрами. На сегодняшний день среди людей трудоспособного возраста до 50 лет инсульт занимает где-то 20% от всех больных, заболевших инсультом. И это, конечно, большая цифра. Каждый пятый заболевший инсультом – это молодой, трудоспособный гражданин нашей страны. С чем такое может быть связано? Прежде всего, конечно, улучшилась диагностика. Да. Во-вторых, надо сказать, что он действительно молодеет в связи с некоторыми причинами, вызывающими инсульт у молодых людей, потому что это другие причины, чем у пожилых и людей более такого возраста старческого. Да? Одной из основных причин инсульта у молодых людей является диссекция магистральных артерий головы. Да? Это травма своего рода, травма сосудов, которая может возникнуть во время вынужденного такого нефизиологического положения головы. У нас были случаи, когда человек красил потолок там весь день, да, потом у него развилась диссекция. То есть это, проще говоря, гематома в стенке сосуда. И стенка сосуда расслаивается, там образуется тромб, и закупорка возникает. Вот одна из таких причин у молодых. Другие причины это могут быть тромбофилии, они могут быть и, так сказать, провоцируемые, например, курением. Да, есть люди, которые курят по 2 пачки в день, и, конечно, как результат инсульт в молодом возрасте. Да? И могут быть наследственные, да? Наследственные тромбофилии. Также есть причины, это заболевания сердца, врожденные пороки развития или приобретенные пороки, эндокардит, например, бактериальный эндокардит у молодых людей,
в основном это, конечно, люди злоупотребляющие, ну, с аддиктивными состояниями, с наркоманией и так далее. Ну, тут мы опять вот вспоминаем То есть все причин вот эти, много. в том числе вот эти вот классические вредные привычки очень сильно влияют. Но вот говоря про причины, да, в свое время, да, в эпоху пандемии коронавируса, да, мы все задавались вопросом, а что-то как-то это последствия от этого будут. Есть ли какая-нибудь статистика, может быть, наблюдение, что вот после коронавируса вот как-то увеличилось количество инсультов? Вы знаете, вот эта пандемия нанесла огромный урон, конечно, да, и количество пациентов с тяжелым инсультом увеличилось, ну, чуть ли там на несколько, ну, не скажу в разы, но если у человека ковид и одновременно инсульт, это смертельное сочетание. Очень высокая летальность от инсульта была именно в период пандемии. Ну и сейчас мы последствия ощущаем, потому что люди, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию средней и тяжелой тяжести, да, у них, конечно, возникает эндотелиальная дисфункция, то есть стенка сосуда уже не такая, как до болезни, да, и очень часто регистрируются когнитивные нарушения, то есть проблемы с памятью, с вниманием, да, как последствия перенесенной инфекции, да. Ну вот говоря про всегда, да, классическая фраза «лучшее лечение – это профилактика». Какая профилактика инсульта может быть и чем, в принципе, наши люди, может быть, сегодня пренебрегают? Вот в отношении инсульта это самая лучшая фраза, потому что инсульт лучше и легче профилактировать, потому что лечение инсульта – это такой длительный процесс. Инсульт зачастую заканчивается летальным исходом. Ну, к обычной жизни, полноценной жизни возвращается, ну, на сегодня где-то 20 уже процентов, да, раньше это было 10%. Поэтому, конечно, профилактике нужно уделять внимание, как первичной профилактики, так и вторичной профилактики. Но то, что касается первичной профилактики, это, конечно, дело не только медицины, да, но и государства в целом, да, начиная прямо вот со школьной скамьи. И вот в первичную профилактику должны быть задействованы и педагоги, и вот, как скажем, те люди, которые планируют нашу жизнь и так далее, да, отвечают. То есть первичная профилактика, она начинается со здорового образа жизни, да, и сознания тех причин, которые приводят к инсульту. Ну, например, вот одной из частых причин развития инсульта является артериальная гипертония, да, ну, да, повышенное кровяное давление, да, ну и многие относятся к этому в высшей степени легкомысленно. Но я вот каждый день сталкиваюсь с пациентами с инсультом, да, и выясняется, что человек говорит, я не хотел привыкать к лекарствам, да, мне врач прописывал препараты, снижающие давление, да, но я их не принимал, потому что я не хочу себя травить. И в конце концов это привело его к больничной койке с дефицитом, с параличом, да, ну, наверное, намного было бы легче принимать таблетки от повышенного артериального давления, да. Но я считаю, что после 45 лет в каждой семье, вот такой гражданин, да, должен быть тонометр, чтобы можно было контролировать давление, потому что мы знаем, что у нас где-то 40% взрослого населения страдает от повышенного кровяного давления, в том числе и молодые люди в основном, да. И вот если мы возьмем тяжелый вид инсульта, геморрагический инсульт, разрыв сосуда, то он как раз возникает у молодых мужчин чаще всего, которые не следят за своим давлением, употребляют алкоголь, курят, да, то есть это вот несколько факторов риска, которые в конце концов могут закончиться катастрофой, да. И вот я хотела сказать, что как надо измерять давление. Ну, во-первых, конечно, чтобы измерить давление, надо, чтобы человек был в спокойном состоянии, да, чтобы после, значит, приема пищи, кофе, чая прошло, ну, хотя бы 2 часа, да, или ну, чуть меньше, да. При этом вот манжета не должна соприкасаться с одеждой, она накладывается прямо на плечо, да, где-то вот 2-3 сантиметра выше локтевого сгиба. Да. В моем случае где-то вот тут. Да, вот. да, да. Ага. Да. И в таком спокойном состоянии проводится измерение. Если у человека есть нарушение ритма, то лучше измерить 2 и даже 3 раза, и там среднее, потому что автоматические тонометры, они имеют
такой, может, погрешность. Значит, если нарушение ритма есть, то они могут показать завышенное давление, например. Да? И пожилым людям лучше не использовать запястные. Это можно спортсменам, молодым людям, конечно, да, как для контроля. Ага. Татьяна Яковлевна, у нас поступил звонок в студию, и я думаю, мы послушаем сейчас, с каким вопросом, да, или, может быть, каким-то предложением, мнением нам зритель позвонил. Доброе утро. Да. Доброе утро, слышите нас? Утро доброе, сядь, да? Если обед, По-русски или по-якутски? По-русски, пожалуйста. Здравствуйте, доброе утро. Это Павлова Людмила Васильевна, 60 лет, город Якутск. Я хотела бы, как это сказать, насчет артериального давления. Артериальное давление, как говорят врачи в белых халатах, это если голова болит. Но я как здоровый человек, ЗОЖ, скажу. Артериальное давление – это не только голова, а может и рука, и другие органы человека. Если другие органы человека, например, рука болит, значит, у него давление повышенное может быть, как ЗОЖ я говорю. Это не только голова. а в чем вопрос? Давление. Это, по-моему, лекция вопрос, целая. Это уже мнение прям. Да, такое. да. Врач может ошибиться в белых халатах. Ага. У вас же это давление кемегигитатенбай было. Дело в том, что при высоком артериальном давлении человек может ничего не ощущать. Он будет себя чувствовать, как всегда. Вот если давление колебается, поднимается, снижается, тогда, конечно, могут быть проявления, да, вот то, что вы говорили, головокружение, головная боль, да. А если уж появилась там слабость, онемение в руке, то это могут быть осложнения гипертонии артериальной, осложнения. Потому что вот артериальная гипертония – это же такой тихий убийца, да. Он себя очень так не проявляет, и проявляет себя только в виде осложнений. То есть органами мишенью являются что? Головной мозг, инсульты могут развиться, да, сердце может развиться, вот увеличение сердца, особенно гипертрофия левого желудочка, возникнут нарушения ритма, которые в свою очередь тоже могут привести к инсульту. И, конечно, органом мишенью являются почки и сосуды, поэтому, конечно, надо очень серьезно относиться к повышенному артериальному давлению. Если повысилось, сразу бегите к врачу. Татьяна Яковлевна, спасибо большое за эту информацию полезную. Мы напоминаем, что сегодня началась неделя борьбы с инсультом. Достаточно серьезный такой недуг, поэтому следите за своим здоровьем, будьте внимательны, потому что последствия инсульта они очень серьезные. Татьяна Яковлевна, еще раз спасибо большое. Спасибо. А вообще негативно на нашу жизнь могут влиять и менее серьезные недуги. Вот даже пресловутая простуда может доставить неудобства на несколько дней. Но если с утра у вас вдруг першит в горле или заложен нос, причина может быть совсем не в простуде, а в том, что в помещении слишком сухой воздух. В холодное время года, когда сильно греют батареи, наше самочувствие зачастую тоже страдает. Так как же увлажнить воздух в помещении? Верный способ — выращивать как можно больше комнатных растений, но и растения переносят нашу суровую зиму, и отсутствие солнечного света довольно болезненно. И тут нужно знать правила ухода за цветами. С некоторыми секретами выращивания комнатных растений в квартирных условиях с нашей съемочной группой поделилась Раиса Пленснер. Для нее цветоводство – это любимое хобби. Любимому фикусу Раисы уже более 2 десятков лет. Бенджамин, так его называют домашние по названию сорта растения, пережил не один переезд и, похоже, чувствует себя, несмотря на солидный возраст, великолепно. Ведь для него выделили не только самое лучшее место в квартире, но и подсветили специальными лампами и даже устраивают раз в месяц водные процедуры. Тщательно закрываю грунт от лишней воды. Дальше все просто. Радуемся вместе с Бенджамином. Вода должна быть теплой. Проворачиваю по оси, чтобы душ был со всех сторон. После душа сушимся до полного высыхания листьев и возвращаемся на место. Бенджамин у нас не капризный мальчик. Листву никогда не сбрасывал. И я считаю, что это вот основное освещение мы даем ему, правильно кормим. Ну и вовремя нужно его пересаживать, успевать.
Фикус стал практически членом семьи. С ним даже разговаривают. Если я вижу, что у него что-то не так, я спрашиваю, что с ним не так, что я сделала не так. Когда я уезжаю, звоню мужу, спрашиваю, разговариваешь ли с ними? Он говорит, да, конечно, домой прихожу, говорит, здравствуй, Фикус. Каждое утро Раисы начинается с ритуала общения с зелеными любимцами. В самом начале, когда я начала увлекаться растениями, у меня были такие самые простые, да. Потом как-то мне стало с ними неинтересно. Они вот стоят себе, растут и растут, ничего им не нужно. Как-то неинтересно стало мне с ними, поэтому я их всех увезла в мастерскую и завела вот себе таких капризулек. Зато с ними очень интересно. У каждой какая-то проблема постоянно. Поэтому нужно изучать, возиться с ними. Что так очень нравится мне. Опытом разведения капризных видов бегоний, калатей и эпипремнума девушка с некоторых пор делится в своем блоге. Главные же условия цветоводства в Якутии зимой, по ее словам, это дополнительное освещение, влага и правильная подкормка. Если горшок сильно большой, лишняя почва, лишний грунт начинает окисляться, заводятся всякие там живности, бактерии, которые начинают кушать корни. Раиса убеждена, что растения чувствуют своего хозяина и отвечают благодарностью только тому, кто в них вкладывает душу, окружает любовью и вниманием. Для нее же цветоводство – это лучшее средство от стрессов. Вот такой вот энергообмен. Туяра Филиппова, Виктор Дичковский, Якутск. Ну и героиня нашего сюжета Раиса Плецер решила подарить одному из наших телезрителей отросток от одного из тропических растений своей коллекции. Вы можете стать обладателем этого отростка, ухаживать за ним. Вот такая красота. Вот ухаживайте за ним, и вырастет что-то, нечто прекрасное, что будет каждый раз вас радовать, опять же, очищать воздух и так далее, пользу приносить. Вот кому это достанется, собственно, мы узнаем в нашем телеграм-канале, где мы уже написали условия получения этого отростка. Если еще не подписаны на наш телеграм-канал, подписывайтесь, либо наводите свой смартфон на QR-код, который видите на экране, и, собственно, можете в поисковике просто написать «Утро Якутии» и слитно, и тоже попадете на наш телеграм-канал. Ну и спешу напомнить, что кроме телеграм-канала у нас еще есть телефон студии, по которому вы можете связаться с нами, передать свои приветы, поздравить своих родных или задать вопросы нашим гостям. Совсем скоро здесь появится семья года, кочевая семья Соловьевых из Мумского района. Так что не переключайтесь. Номер телефона студии 42 14 39. Код Якутска, если звоните из другой части нашей республики, вводите 8 41 12, и все у вас получится. Но я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире с 7 утра до 8 утра, и поэтому звонить нужно, соответственно, в это время. После 8 на часах вам никто, к сожалению, не ответит, потому что здесь никого как будто бы и не будет. Вот. Ну, а, собственно, далее поговорим о том, какой мультфильм вы любите больше всего. Ну, наверное, сложно выбрать какое-то одно анимационное произведение, ведь хороших работ, согласитесь, огромное множество. Наш совет. Сегодня вечером соберитесь всей семьей перед экраном и посмотрите анимационный фильм. Во-первых, отличный семейный досуг, который лишний раз сблизит вашу семью. А во-вторых, так вы отдадите дань уважения аниматорам, которые трудились над картиной. Ведь главная награда для творца – это чтобы его произведение пересматривалось вновь и вновь. А дополнительный просмотр ленты в Международный день анимации будет как раз кстати. Ну а о других датах сегодняшнего дня узнаем далее. На календаре 28 октября. Сегодня День бабушек и дедушек в России. Международный день школьных библиотек, День анимации и День создания армейской авиации России. По народному календарю Ефимий осенний. Про этот день на Руси говорили: Ефимий холодом корни трав и деревьев землей смыкает, всякое насекомое в жухлой траве укрывает, на природу сон навевает. Это было верное наблюдение. Зима приближалась, и всякое растение и животное готовилось к ее приходу. Этот день в истории. В 1571 году царь Иван IV Грозный обвенчался с Марфой Собакиной. В 1922 году в этот день итальянские фашисты начали марш на Рим. В этот день родились Генрих III, император Священной Римской империи; Эразм Роттердамский, европейский гуманист, философ и писатель; Андрей Воронихин, русский архитектор и живописец; Роза Макогонова, советская киноактриса, заслуженная артистка РСФСР;
Роман Виктюк, театральный режиссер, народный артист России. Эрос Рамазотти, итальянский певец, автор песен и композитор. Именины сегодня отмечают Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукиан и Семен. Мошенники оформили на ваше имя кредит. Что делать? Если в кредитной истории обнаружился договор, который вы не оформляли, важно действовать быстро. Как оспорить такой долг, куда обращаться, какие документы собирать и, главное, как постараться не допустить подобной ситуации, расскажем далее. Мошенники используют различные уловки, чтобы получить доступ к чужому аккаунту на госуслугах. Так они могут оформить на человека онлайн-кредит или заем. Как оспорить такой долг и что делать для защиты учетной записи? Сначала нужно запросить свою кредитную историю. Проще всего это сделать через госуслуги. Эта информация есть в центральном каталоге кредитных историй. Но если доступ к аккаунту потерян, запрос через портал направить не получится. В такой ситуации заказать справку из центрального каталога кредитных историй можно двумя способами. Если вы знаете код субъекта кредитной истории, через сайт Банка России. Код можно найти в кредитном договоре или уточнить в банке или микрофинансовой организации, если у них брали кредит или заем. Если же код вам неизвестен или вы ни разу не оформляли кредит, тогда можно запросить кредитную историю через любой банк или микрофинансовую организацию, кредитно-потребительский кооператив, бюро кредитных историй, почтовое отделение или даже через нотариуса. Информацию о том, в каких бюро хранится ваша кредитная история, вы получите в течение суток. И уже в этих бюро вы можете запросить выписку. В течение года бесплатно можно дважды узнать свою историю в каждом бюро. А что делать, если в истории обнаружен кредит или заем, который вы не оформляли? Как можно быстрее напишите кредитору заявление о том, что вы не оформляли договор. Попросите провести внутреннее расследование. При этом заявлении попросите поставить отметку о его приеме на втором экземпляре. Затем обратитесь в полицию. Приложите копию заявления в финансовую организацию, а к заявлению приложите все имеющиеся у вас доказательства того, что кредит вы не оформляли. Финансовая организация обязана ответить в течение 15 рабочих дней. Она может аннулировать долг или отказать в этой просьбе. Организация должна устранить возможные нарушения и направить ответ заявителю, копию ответа в Банк России. Если ответ дан формально, Банк России сам рассмотрит жалобу. Но может случиться, что банк или МФО не согласятся с вашими аргументами и будут настаивать на невыплаченном кредите или просрочке. Тогда придется решать проблему через суд. Другой вопрос. Как выписать людей из своей квартиры? Если речь идет о членах вашей семьи, то тут, вроде все понятно. А что, если в вашей квартире прописаны посторонние люди? Такое может случиться, когда вы, например, купили дом или квартиру, а после в документах обнаружили, что в ней прописаны посторонние люди. Например, предыдущие хозяева. В советах юриста сегодня узнаем, что делать, если посторонние люди не хотят добровольно выписываться из жилого помещения. Здравствуйте. Порой при покупке квартиры или дома новый хозяин обнаруживает, что в нем прописаны прежние собственники, а то и вовсе посторонние лица, в том числе и иностранные граждане. Что же делать в такой ситуации? Во-первых, конечно, сперва нужно постараться обойтись без суда, и если есть хоть какая-то возможность, то связаться с прописанным лицом и попросить его самостоятельно изменить место его регистрации. Этот способ может оказаться быстрее и проще, в случае, если прописанное лицо отнесется к этому вопросу со всей ответственностью. Однако, как показывает практика, такие категории граждан встречаются нечасто. И многие затягивают этот вопрос на долгий срок. В таком случае остается только судебный способ разрешения вашего маленького жилищного вопроса. Для того, чтобы снять с регистрации нежелательный элемент в судебном порядке, прежде всего следует взять из Департамента жилищных отношений справку о количестве зарегистрированных лиц. Далее, самостоятельно или с помощью адвоката составить соответствующее исковое заявление с требованием о признании утратившим право пользования жилым помещением того лица, которое вы хотите выписать. К иску надо будет приложить документ о праве собственности на жилое помещение и ту самую справку, которую вы получили с Департамента жилищных отношений. В некоторых случаях судья, помимо прочего, может потребовать от вас доказательства того, что лицо действительно фактически не проживает в вашем доме или квартире. Таким доказательством может послужить справка участкового, который по вашему обращению зафиксирует количество реально проживающих лиц. Ну и, конечно, при подаче иска не следует забывать требования Гражданского процессуального кодекса России о необходимости уплаты государственной пошлины.
которая, кстати говоря, с сентября этого года значительно повысилась и по нематериальным требованиям составляет уже не 300, а 3000 рублей. И один экземпляр иска не забудьте отправить по почте ответчику. И только после этих обязательных процедур подавайте пакет документов в районный суд по месту жительства. Далее необходимо дождаться извещения суда о дате и месте рассмотрения вашего заявления и вынесения решения. Напомню, итоговое решение вступает в законную силу через 1 месяц после его принятия. Вот такая у нас череда разных неприятных жизненных ситуаций, и что с ними делать. Ну, нужно напомнить, конечно, себе, что и добро в этом мире, конечно же, существует. Вот пример такого добра. Отдыхающие засняли забавный инцидент на пляже где-то на морском побережье. Акула-молот самостоятельно выплыла из моря, чтобы ей помогли избавиться от металлического крюка. На удивление, среди людей оказался смельчак, который засунул руку акуле в пасть и с помощью инструмента и ассистентов извлек застрявший предмет. Избавившись от назойливого крючка, акула уплыла восвоясь, не причинив никакого вреда людям. Вот такой акулий дантист получается, потому что немножко было похоже поведение, да, при манипуляциях в ротовой полости. Вот такая стоматологическая процедура для акулы-молота. Самое главное, что еще и помогают выбраться обратно в воду акуле, потому что, конечно, на песке, на пляже она бы не смогла бы сама туда вернуться или долго ждала бы прилива или отлива, когда уровень моря поднимется. И вот другой вопрос, что несмотря на опасность, так как это все-таки хищник, люди не испугались и решили все-таки помочь бедному существу, который явно испытывал дискомфорт, а возможно даже и боль. Ну и вот это доказательство того, что добро все-таки оно существует, и добро оно вот вокруг нас, нужно только его замечать и, конечно же, самим тоже стараться делать добро. Вот. Ну, а на очереди наша рубрика, которая полезна всем без исключения. Еще один повод сейчас собраться всей семьей перед экранами. Сегодня в рубрике «Говорим правильно» узнаем о лайфхак, который поможет запомнить правописание похожих по звучанию, но отличных по смыслу слов. Доброе утро, дорогие телезрители! Правописание русских слов подчиняется орфографическим принципам, то есть закономерностям, которые лежат в основе орфографической системы. Этих принципов в русском языке 4. Морфологический, фонетический, традиционный и дифференцирующий. Большинство слов в русском языке подчиняются первым 3, то есть морфологическому, фонетическому и традиционному. А вот последнему, дифференцирующему, подчиняется достаточно небольшая часть слова. Он действует тогда, когда нужно при помощи письма, то есть при помощи букв, дифференцировать слова, которые имеют разные значения. Например, в русском языке есть компания и компания. С буквой «О» это слово обозначает коллектив, а вот с буквой «А» какую-то масштабную операцию. Поэтому, если вам нужно сказать что-то о друзьях, мы с вами скажем «дружная компания» с буквой «О». Или, например, работать в престижной компании. А вот когда у нас бывают выборы, тогда у нас бывает избирательная кампания. Чтобы запомнить правописание этих слов, нужно запомнить стишок-запоминалку. С буквой «О» я круг приятелей, с буквой «А» мероприятие. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Далее блок новостей. Инъекционную форму вторкетиазинона могут начать применять в 2027 году. Руководитель отдела медицинской микробиологии Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Наиля Зигангирова сообщила, что первая фаза клинического исследования препарата запланирована на следующий год. Она отметила, что разработка инъекционной лекарственной формы вторкетиазинона сейчас находится на стадии доклинических исследований. Клинические исследования запланированы на вторую половину 2025 года. В рамках первой фазы исследований проверят безопасность
безопасность и фармакокинетику препарата. Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение поднять ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов до 21% годовых. Такой вариант повышения ставки фигурировал в прогнозах аналитиков. Однако большинство экспертов ожидали повышения на 100 до 20%. По прогнозу Банка России годовая инфляция снизится до 4,5-5% в 2025 году, 4% в 2026 и будет находиться на цели в дальнейшем. «Очумелые ручки». Именно под таким названием в Центре цифрового образования детей IT-Куб состоялась выставка «Конкурс инженерных изделий». Выставка объединила более 10 учащихся школ столицы республики. Школьники представили прототипы приборов, космических станций и инструменты. Все изделия выполнены из подручных средств. Кто-то использовал картон, а кто-то конструктор лего. Критерии оценки работ включили в себя уникальность ее реализация, аккуратность сборки и надежность конструкции, применение технических знаний и новаторство при создании прототипа. Основным условием конкурса стало авторское исполнение. Мы вдохновились этой идеей еще, получается, вот с детских наших передач. Вот, если помните, раньше была передача на Первом канале «Очумелые ручки», где два человека там делали из подручных средств разные штуки. Вот, сейчас дети, получается, в домашних условиях, да, либо на кружках, делают такие прикладные проекты. Выявляем таких одаренных детей таким образом, чтобы в дальнейшем их поддерживать и развивать в этом направлении. Открытый турнир по пулевой стрельбе прошел в стенах второй школы Якутска. Соревнования были посвящены памяти кавалера Ордена Мужества, капитана Вооруженных сил Российской Федерации Андрея Исакова. На городском турнире выступило 72 спортсмена с 6 по 11 классы столичных общеобразовательных учреждений. Всего в турнире приняло участие 16 команд. Первое место по итогам в командном зачете заняла средняя школа номер 31. Также на пьедестал поднялись учащиеся Кангаласской и школы номер 2. Турнир очень хорошо провелся. Первое место заняли. В команде было 4 человека, 2 девочки и 2 мальчика. Школьники приходят со своими винтовками, со своими пулями, со своими прямо очень сильно настроены. И главное то, что соревнования такого характера, они порождают очень прямо очень высокий уровень патриотизма. Мне это очень радует. Поэтому хорошо вот тоже на открытии рассказали про биографию вот нашего героя. К этому часу это все новости. Хорошего продолжения дня. Ну, как мы и обещали в начале эфира, у нас в студии в гостях дружная многодетная семья Соловьевых из Момского района. Они совсем недавно вернулись из Москвы, где участвовали во всероссийском конкурсе «Семья года» и стали победителями в номинации «Семья. Хранитель традиций». Глава семьи Василий, мама Елена, оба из потомственных оленеводов. В семье 5 детей. И здесь сегодня в студии один из детей, это Глафира. Доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну, собственно, во-первых, поздравляю с такой успешной поездкой. Да. Спасибо. Вот. Ну и первый вопрос, вот даже для живущих в Якутске, да, якутян, кочевая семья, занимающаяся оленеводством, но это необычно, скажем так. Как вот в Москве на это реагировали, какое было к этому отношение? Да, спрашивали, удивлялись. И, ну, можно сказать, как вам сказать, благодарили, можно сказать, да, что есть такие. Вот даже кочующие до сих такие пор. Профессии, но это же не профессия, это прям стиль жизни. Да, такой, стиль жизни, абсолютно. можно сказать. Ага. А в какие вот вопросы именно вот по поводу вот оленеводства, может быть, именно формата кочевой семьи, какие вопросы больше всего задавали? У меня главное, сколько у вас там Оленей. градусов мороза? И сколько у вас оленей? Они как в зоопарке, наверное, думаю, где-то голов 10 скажут, там скажем, 1000 с лишним. Но они такие задумываются. Им интересно, и они, наверное, не поймут даже. Ага. Вот, Василий, вы как глава семьи, вы опять же, мы сказали, многодетная семья, 5 детей, как-то есть ли у вас какое-то видение, чем бы вы хотели, чтобы подрастающее поколение ваши дети занимались, хотели, чтобы продолжали вот в дело вашей жизни или же, может быть, что-то свое нашли? Конечно, хотел бы, чтобы за оленями смотрели. За оленями, можно сказать, это же дети наши, они же сами вырастили. Вот, чтобы все равно... дальше из поколения в поколение, чтобы пошло на это занятие, можно сказать, или образ жизни, можно сказать, да?
чтобы так и дальше было. Вот насколько знаю, мне говорили, что, ну вот да, у вас про тысячи, да, тысячи вы, по-моему, сказали поголовье оленей, и Глафира, насколько я знаю, ты почти всем имена дала, Да. всем оленям, и ты с ними постоянно занимаешься, играешь, помогаешь пасти. Да. Расскажи, сколько у тебя оленей? Ну, мы посчитали летом 1700 оленей, но все 1070 700 оленей поименно не знаю, но верховых и любимых олененков, учиков знаю. Всем дала, ну, имена. А сколько их вот этих любимых с именами? Ну, примерно 30 сколько-то. И имена не повторяются? Нет. Нет, у всех А уникальные ты имена. расскажи, какие А у тебя как, имена? как, например, вот Ну, у меня есть олененки, зайка, там, точка, талисман, коровка. А ездового твоего как зовут? Ментичен. Это в переводе с авянского «серый». А по какому принципу, может быть, имя подбирается? То есть по характеру, ну, по цвету, может быть? Ага. Да, она на дневную смену ходит, и она там скажет, вот сегодня придет мамка, оказывается, там у нас этот олененок такой смешной, ну, прям зайка такой. И у нее все уже, и зайка, и она всех вот И не путает. в лицо знает. Вот, Елена, теперь вопрос к вам, да, ну, мы все привыкли, да, у нас как бы, в принципе, в нашей стране традиционно, да, что женщина — это хранитель очага. Но вот в кочевой семье насколько трудно, да, вот поддерживать домашний уют, да, опять же, хранить этот очаг? Какие-то современные технологии сегодня помогают в этом или? Ну, не знаю, ну, как вот даже в номинации, что кочевая семья, вот, ну, до сих пор, конечно, ездим тоже на оленях, но есть техника, конечно, ну, у всех есть сейчас, во всех общинах, считай. Сейчас в общинах интернет. Сейчас вообще везде работа идет через интернет, конечно, онлайн. Вот, поэтому у всех, конечно, это помогает. Но кочевать, конечно, основная проблема, когда дети учатся. Ну, потому что их на учебу надо оставлять с кем-то, потому что мне приходится вот ездить с мужем в стадо, и с детьми надо тоже как-то общаться. Вот это самая главная, основная проблема в этом. А учеба вот как проходит? То есть это какой-то дистанционный формат или? Слава богу, у нас есть бабушка, вот она у нас самая, помогает с детьми, вот мы оставляем ей вот пока что, слава богу, что она присматривается вот зимой, когда вот они учатся. Ну, как пытаемся, вот я езжу обратно туда-сюда, вот, ну, постоянно вот. Дистанционного сейчас нету? Дистанционного нету, и я всегда поездках. Раньше, когда там, во время... как получается, короче. Ну, в основном помогают, конечно, родные, что с детьми сидят. Вот. Сейчас, получается, нет дистанционного обучения? Нет, дистанционного обучения нету, но в связи с этим конкурсом огромное спасибо нашим учителям, мы очень поддержали, мы окончили школу, слава богу, хорошистами, ну, они у меня учатся хорошо. Ну вот, говоря опять же про детей, помимо учебы, естественно, даже какая-то и помощь в самой семье, какие вот на детях сегодня обязанности есть? Вот, Глафира, вот чем ты, какой вклад вносишь свой? Я летом приезжаю, папе помогаю пасти оленей днем, дневная смена. А после дневной смены я помогаю маме по дому. Воду принести, накормить собак. Это у нее большое хозяйство собаки, тоже на попечении у Глафиры. Все у Глафиры. Ну, одна из главных, наверное, вещей в любой семье, наверное, даже не в любой семье, а вот именно в крепкой, хорошей, сплоченной семье, это, конечно же, традиции. Понятно, что с учетом того, что вы оленеводством занимаетесь, понятно, это уже какая-то традиция. Но помимо этого, какие традиции в вашей семье еще есть? Что-то вот там раз в месяц мы там что-то вместе, может быть, делаем или подобного рода? Ну,
Конечно, очень трудно собраться к большой семье, так как уже дети выросли, кто-то студент, кто-то где-то работает. Но самое главное, что у нас как бы по традиции обязательно пытаемся все собраться на Новый год любым путем. Кто с неринг, были там дети, отучились неринг, кто как может, но на Новый год обязательно подарки друг друга. И на праздник оленеводов тоже. И на слет, это у нас тоже самое главное. И летом обязательно ждем, вот когда все приедут, сестренка, дети, уже они со школы, уже у них каникулы. И это самая большая вот для нас радость, когда они приезжают с поселка все. И это у нас прям как традиция. Они все собираются на лето, чтобы помочь вот на корализации, на литовке, короче. Это у нас вообще постоянно, каждый круглый год. Ага. Ну, спасибо вам большое. Еще раз поздравляем с успешной поездкой в Москву. Ну и желаем, конечно, вам добра, семейного тепла, уюта и просто, чтобы сегодняшний день как минимум прошел с улыбкой, а так в целом, чтобы каждый день вы улыбались. Спасибо. Вот. Ну, как я и сказал, конечно, утренний час почти наш завершается, и вот начнется первый рабочий день этой недели. Кстати, будет она 6-дневная, так что готовьтесь. Ну, а если краткосрочные планы вы нет-нет, но любите сверять с астрологическим прогнозом, то прямо сейчас для вас прогноз на всю неделю. Овны. Расположение планет на этой неделе будет удачным, и при желании вы справитесь с любым делом, за которое возьметесь. Но для начала вам следует избавиться от осенней хандры. Учитесь мыслить позитивно и не поддавайтесь депрессии. Добавьте в размеренную жизнь немножко романтики и перестаньте зацикливаться на бытовых неурядицах. Тельцы. На этой неделе вам удастся улучшить свое материальное положение. Звезды сулят крупные денежные поступления. Не обойдется и без деловых предложений, на которые желательно ответить согласием. В середине периода следует отвлечься от работы и найти время для спокойного семейного отдыха. Обратите внимание на настроение родных и поработайте над отношениями. Близнецы. Звезды сулят непростой период и советуют сосредоточиться на налаживании отношений с окружающими. Контролируйте свои эмоции, не обижайтесь на критику. Вторую половину недели желательно посвятить домашним делам. Раки. На этой неделе вам не придется тревожиться из-за финансовых проблем и личных неурядиц. Вы окажетесь под опекой фортуны. Но будьте внимательны к знакам судьбы и не отмахивайтесь от советов интуиции. Ваше чутье будет на высоте. Устройте перезагрузку на свежем воздухе и расслабьтесь в компании людей, рядом с которыми вам тепло и комфортно. Львы. Готовьтесь взять на себя ответственность за принятые решения и разбирайтесь с проблемами, не обращаясь за советами к окружающим людям. На этот раз помощь придет с опозданием. В середине недели появится возможность изменить ситуацию в профессиональной сфере. Девы. Астрологи говорят, что период пройдет в спокойном и размеренном темпе. Представители вашего знака смогут расслабиться и ненадолго забыть о проблемах и неурядицах. Главное – вовремя выбраться из уютной зоны комфорта, чтобы не пропустить момент активизации недоброжелателей. Завистники готовятся нанести удар. Не давайте повода для сплетен и берегите свою репутацию. На этой неделе не позволяйте людям вмешиваться в вашу жизнь. Весы. Этот период принесет много интересных событий, но звезды предупреждают, что вас ждут не только приятные сюрпризы, но и серьезные проблемы. Старайтесь философски относиться к испытаниям от фортуны и не думайте о неудачах. В конце недели возможны трудности в общении с близкими. Скорпионы. Звезды советуют настроиться на творческую реализацию и яркую саморекламу. На этой неделе эффективны занятия спортом или визит к косметологу. А проведение досуга с детьми поможет не только отлично отдохнуть, но и перестроиться на более успешную линию жизни. Стрельцы. Старайтесь смотреть на жизнь позитивно и сократите контакты со скептиками. Улыбайтесь, столкнувшись с проблемами, и ведите себя так, будто вы самый везучий человек. Правильный настрой – это половина успеха. В конце периода закрепите результат и побалуйте себя покупкой вещей, о которых вы мечтали. Не дожидайтесь наступления дня рождения или другой важной даты. Козероги. Избегайте спонтанных трат. На этой неделе возможно ухудшение ситуации в финансовой сфере. Следите, чтобы расходы не превышали доходов, и утешайтесь мыслью, что денежные неурядицы носят временный характер.
Звезды утверждают, что это именно так. Водолеи. Этот период начнется с приятных новостей. Информация, полученная от партнеров и союзников, окажется полезной и пригодится в ближайшее время. Ситуация с доходами будет по-прежнему неустойчивой, но некоторые улучшения все-таки наметятся. Проявляйте инициативу и не отказывайтесь от подработки. Разобраться с проблемами на личном фронте удастся ближе к выходным. Тревожащие вас семейные неурядицы пойдут на спад. Рыбы. На этой неделе вас могут втянуть в опасную и очень рискованную авантюру. Сократите контакты с людьми, которые не думают о будущем и живут одним днем. Середина периода подходит для решения материальных вопросов. Вы с легкостью преодолеете препятствия и поймете, как быстро можно улучшить ситуацию в денежной сфере. Что ж, на этом наша программа утренняя подходит к концу. Все, что могли, мы сделали для того, чтобы ваш день прошел бодро и интересно. Интересные гости были, интересно познавательные сюжеты также были. Поэтому дальше дело только за вами, только от вас зависит, насколько плодотворно, продуктивно вы этот день проведете. Ну и, конечно же, не стоит забывать, что эта рабочая неделя, она будет длинная. Ну, для тех, кто работает по классическому графику пятидневки, 6 дней мы работаем, зато следующая будет короткая. Да, как бы никакого лишнего выходного у нас не появляется, просто переносы. А вообще за текущую субботу мы отдыхали где-то там в апреле. Вот. Но не расстраивайтесь, на самом деле рукой подать, там уже и Новый год скоро, но до него также нужно дойти. Не забывайте одеваться потеплее, во всяком случае в Якутске, потому что сегодня уже похолодало значительно ощутимо, поэтому берегите свое здоровье, здоровье самое главное. Ну и, конечно же, с улыбкой на лице день сегодняшний проведите. Завтра в это же время, в этом же месте вновь встретимся, будем встречаться в завтрашний день.